Привет! Это видео, на котором я рассказываю о своей миграции и жизни в Кыргызстане. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Хорошего просмотра! И тут стали чаще обращать внимание на мою внешность почему-то. Говорят, я похож на постаревшего Джуни из «Дети шпионов». На внебрачного сына Александра Пушного из «Галилео». На всех хоббитов сразу? На какого-то странного Зеленского? И на Румпельштинскина из «Шрека 4». Еще я похож на Тимоти Шаломе. Ну там не внешне, а чисто на харизме на одном уровне мы. Да, но мне кажется, они все неправы, и на самом деле я больше всего похож на Тома Холланда. Ну, нового Человека-паука, да. Может, внешне прям не до конца, но так как я русский иммигрант, у меня тоже нет пути домой. Да. Еще я похож на Иосифа Пригожина. Меня постоянно с кем-то другим путают. Так, удивляюсь немного Кыргызстану до сих пор. Например, меня удивляет ваше воспитание. То есть мне мои ровесники говорили, что у них вот типа в детстве младшего, взрослые, могли треснуть или хуже, отрезать член и сделать праздник по этому поводу. И ладно бы мусульмане, но в Бишкеке так христиане делали. Потому что если растешь с волками, нужно быть волком. Ау! Просто мать недавно ко мне приезжала, решил показать ей, какой красивый Кыргызстан, сводил ее на колесо обозрения, чтобы она своими глазами смогла увидеть горы, своими руками пощупать смог и своими деньгами за все это заплатить. И когда мы садились, она спросила у сотрудника, а сколько высота, тот говорит, 50 метров. И мама такая, ну 50 это не страшно, я на 80 каталась, было спокойно. И сотрудник такой, ну на 80 это, наверное, был проверенный аттракцион. И дверку закрывает. Я думаю, какой профессионал, одной фразой в 2 раза увеличил экстрим, это супер. Вот в чем фишка СНГшного сервиса, ты получишь максимум удовольствия, но вообще не так, как ожидал. И мать, когда спускалась, она говорит, Леша, ты не забудь записать эту шутку. Да. Просто я хороший сын, мне 30 лет, и я до сих пор слушаю мать. Да. Еще одну важную вещь сделал, пока мама тут была. Я отвез маму на Иссык-Куль. Потому что, насколько я слышал от местных, если не отвезти на Иссык-Куль, это является веским основанием для депортации. А я отвез, поэтому они теперь даже регистрацию не проверяют, да. И раньше у меня с родственниками, знаете, были хорошие отношения, мне помогали, но иногда передавали еду. Правда, сейчас они ничего не передают. И знаете поговорку «что имеем, не храним, потерявши плачем». Никогда не думал, что она про соление. А она про соление. И мать очень волнуется из-за того, что я здесь, когда тут что-то происходит. Типа съемок, да. А вот когда было землетрясение, ну то, которое 4 балла, а в ТикТоке 14, мать сразу позвонила и спросила, ну как ты там? То есть по ее логике, если в городе-миллионнике что-то случилось, то обязательно со мной. Хотя по официальным данным пострадала всего парочка люстр. Мне кажется, даже сегодня, когда мероприятие закончится, я позвоню домой и скажу, ой, блин, классный вечер, почти все выступления прошли отлично, мы записали. Только один комик не зашел, он скажет, ну ты не расстраивайся. В следующий раз получше подготовься. Попробуй рассказать им про колесо обозрения. Не все здесь могу понять, например, вот эту вашу фразу «пойдем отдохнем в горы». Где? Куда? Ну, конечно, сначала заберемся. А потом, как отдохнем? Я пытался, я забрался, с меня пот ручьем лился. Знаете, вот эти горные водопады? Мне кажется, это вообще не от природы, это туристы накапали. И вот, когда я заходил, я подумал, что ну, вот не совсем сочетается горы и отдых, да? Как феминизм и жизнь в ауле. Мне кажется, единственные люди, для кого отдых в горах – это действительно нормальная тема.
Удаленщики. Потому что там связь плохо ловит, их никто на связь не вызовет, и они могут реально отдохнуть. Поэтому, если вы увидели, что кто-то покоряет там Эверест или Тяньшань, возможно, это, не экстремал. Это очень заебанный айтишник. Да. Так. Нормально. Про много шучу, про местные темы, но есть одна тема, которую я не готов поднимать в своих шутках. Это творчество Улук Манапа. Потому что со мной тоже рядом мои кыргызы. Да, а если прошутить про него что-то не так, то рядом могут оказаться чужие. Так, я сейчас до сих пор не хочу работать в мечети. Там могут вызвать на ковер. Я вообще с переездом сюда хочу устроиться здесь в доставку Яндекс. Кыргызам еду приносить. Чисто ради вселенской, сука, справедливости. И с помощью этого я хочу накопить на квартиру в Бишкеке, да. Для себя чисто сдавать. И в объявлении напишу только азиатам. Чтобы все, кто услышал про эту историю, охренели. С помощью этих нехитрых действий я хочу окончательно запутать расистов и посетителей Лалафо. Я сейчас снимаю хорошую квартиру, потому что я убедился, что квартира за 500 баксов не может быть плохой. У меня за домом есть магазин «Мир пива», а напротив пивной мир. И в последнее время мне кажется, что я не живу, а мечусь между двух миров. Вообще я бы бросил пить, но психиатр запрещает мне покидать зону комфорта. А врачам я доверяю, это ж не батюшки. Кстати, похлопайте, кому нравятся шутки про религию. Про христианскую, а не про настоящую. Не про буддизм, да. Меня недавно спросили, а ты не боишься так шутить, тебе не страшно? Я говорю, страшно, точно так же, как находиться в мусульманской стране с еврейским лицом. Но таков уж мой крест. Я атеист, если что, да. Я атеист, но при этом икона комедийного стиля. И для меня очень важно говорить эти шутки. И мне очень не нравится, когда на них обижаются. Потому что для меня шутки про религию — это святое. И мне хорошо здесь в плане стендапа, потому что я какие-то деньги даже зарабатываю. В Москве мне хуже было. За все время в Москве я заработал на стендапе. Недавно давал концерт в городе Ош, потому что я популярный комик. Собрал там 30 зрителей, половина даже по билетам, за деньги. Может быть, вы не расслышали, ваше за деньги. И там я вспомнил, что у Руслана Белого было такое шоу «Комик в городе», где он ездил по городам и шутил на местные темы. А я тоже белый, и поэтому придумал идею для своего шоу, которое будет называться «Комик в ПГТ». Там я буду ездить по ПГТ и отхватывать везде люлей, потому что местные не любят чужих. Следующая остановка — Карабалта. А вот и поеду. Не, ладно, хрен с ним. Не с этой шуткой, да? Но я хороший человек. Я хороший человек при этом всем. Да. Я несколько раз выступал со стендапом для больных склерозом. С одним и тем же монологом. У меня сейчас некоторые проблемы начались в отношениях с девушкой. Потому что она жена. Просто когда я ехал сюда, думаю, это мусульманская страна, сейчас она успокоится, забудет феминизм, станет тише воды, ниже травы. Но оказалось, для того, чтобы женщина вела себя как спокойная кыргызская домохозяйка, нужно, чтобы мужчина вел себя как нормальный кыргыз-добытчик. А я не могу поехать на заработки в Москву.
Это и в первый раз плохо кончилось. Я прилетел из Москвы, но я не москвич, я гетеросексуал. И когда я прилетел... Это питерец. И когда я прилетел сюда, я посмотрел по сторонам на девушек и подумал: вау, вау, вау! Жаль, у меня нет фетиша на азиаток. Прошла неделя, оказалось, у азиаток фетиша нет на меня. Ну, думаю, справедливо, никто не в обиде. Я, знаете, немного боюсь стать популярным комиком. Ну, вы, наверное, уже догадались. Потому что, ну, я боюсь, честно говоря, из-за хакеров, потому что они могут найти и слить в интернет видео, где я дрочу. И тогда будет непонятно, какое слил я, а какое они. Это авторское право. Я родом из маленького города, чтобы вы понимали, сейчас я пишу детским воспоминаниям. Типа, я иду домой, и рядом со мной бегут бродячие собаки, и мне это нравится, потому что если рядом собаки, то не нападут люди. Я очень постарался оттуда уехать. Я много работал, учился, оказался в Москве и подумал: вау, можно больше никому не собирать на взгрев. Но произошла мобилизация, и мне пришлось снова уехать. То есть я сначала покинул малую родину, а потом большую. И я не знаю, где вообще, ну, эта вся матрешка заканчивается, но кыргызы говорят, что финальная точка — это Чикаго. Я не хочу в Америку к этим пиндосам... Извините. Это из прошлой страны, да. Best. Я не хочу в Америку, потому что я, ну, сами понимаете, видите, да? Не главный герой типичной кыргызской комедии, да. Не хочу в Америку. Ну, к тому же меня смущает их образование, да? Ну, в отличие от российского. Не скажу, что, ну, у них с образованием прям все плохо, но мало какой американец знает прям всех президентов своей страны. То есть, понимаете, да, эта шутка не совсем про образование. Недавно ходил в гости к одному местному, он сказал такую фразу: «Расслабься, чувствуй себя как дома». И я, естественно, собрал вещи и съебался в страхе. Как дома. На этом первая часть моего выступления заканчивается. Будет вторая, вы поймете, почему я их поделил. Вы слышите звук кальяна, потому что это самый подходящий саундтрек для моей стендап-комедии. То есть я занимаюсь лет 10, и за это время этот звук меня всегда преследовал, да? А сейчас я в Кыргызстане, это явно не то место, где нужно нарушать традиции. Знаете, я занимаюсь стендапом с 2014 года, и за это время добился просто нереального успеха. Это нереально заниматься стендапом столько лет и не участвовать ни в одном телепроекте. Я уникальный! И я подумал, а что если стендап это вообще не мое? Поэтому решил записать рэп. Но рэп о том, о чем еще никто не записывал. В общем, трек про Алексея Щегорцова. Это я. Он не очень известный комик, без амбиций, нищий лох. Не описан в книге «Хоббит», паровоз, который не смог. Он не очень известный комик, русский белый и не гей. И чего же тогда он хочет? Пусть он сам говорит теперь. Только вот не надо думать, что он не подготовился, так и будет с одной этой фонограммой выступать. Нет, я не дурак, у меня их две. Среди вас много неизвестных людей, но по сути это не важно. В этот час для всех, кто пришел, важнее душно в зале или же влажно. Может, кто-то сегодня как зритель сел, кто меня популярнее сильно. Я не буду смешнее ребят с ТНТ, я зато выступаю стильно. Но я не очень известный комик. Давай, ну, чтоб хоть что-то зашло! Но бога, я не очень известный комик. Я до сцены добрался пешком! Машин. Я не очень известный комик. Просто дайте 20 сом! На маршрутку надо. Да я верну! Он вернет. Какие тут шутки? Ну я в другой район идти! Так, вы пришли на стендап? Вот вам прикол. Он не очень известный. А это не прикол.
Шутка. Недавно помог принять роды. Это была очень тяжелая операция, пришлось кесарить, я был по локоть в крови, но в итоге помог появиться на свет новой жизни. Вот, а затем я вышел из маршрутки. А вы мне на нее 20 сом зажали, не стыдно? Не, на самом деле я не меркантильный. Пока не поступили выгодные предложения. У меня есть принципы. Принципы. Он не очень известный комик. Как-то раз он с пола ел за полтос. Я же вроде обрезал этот кусок. Это обман, ничего он не обрезал. Хотел, чтобы вы в этом месте посмеялись над его жизнью. Он не очень известный комик. Тут не очень, значит совсем. Он не очень известный комик. Говорит о себе в третьем лице. И еще притворяется, что он так делает, потому что типа номер креативный, а не потому, что о нем на самом деле никто говорить не захотел. И даже этот прием я, по-моему, кого-то более популярного спиздил. Знаете, некоторые артисты ведут себя отвратительно, иногда даже спят со своими фанатками. Я бы никогда не стал спать со своей фанаткой. Она бабушка моя все-таки. Это неправильно. Это жестоко по отношению к деду. Говорят, слава делит человека на до и после. Пока только до. Ре, ми, фа, со, ля, си. Вот из-за таких шуток я и здесь. А мог бы быть в ТикТоке. Или в маршрутке, но кто-то зажал 20 сом. Ладно, вам... Я больше не буду шутить про маршрутки, да, сами понимаете, мне в Бишкеке тесно в этой теме. Поэтому я переведу тему. А следующий куплет написал не я, а мой внутренний критик. Он не очень известный комик. По анализам скорее как дед. Это не связано с тем, что он комик, но об этом должен знать терапевт. Терапевт бы сейчас удивился, если бы в зале сидел, но, увы, Алексей не договорился. После смерти будет у сатаны неблагодарный. А знаешь что? Пусть тебе упадет на плечи метеорит, пусть тебя разорвет стая диких такс, пусть тебе не везет подцепить гепатит, пусть маньяку придет с твоим именем факс, пусть дорогу тебе перейдет черный кот, и пусть запах везде стая так засечет. Ну что внутренний критик по сравнению со словами тещи? Выпей кружечку цианида или уксусовый пилитр. Можешь просто убрать в России из-под крана рабочий фильтр. Пошути про Коран спокойно или кушать с ножа уран. Можешь просто сказать привольно, что Кадыров молодец и у него хорошее чувство юмора. Но я желаю тебе, чтобы ты пережил все эти напасти и все с тобой было хорошо. И чтобы потом ты встретил бабу с пустым ведром, которая тебя пырнет. Неудобно как-то получилось. Наверное, стоило закончить на шутках про Коран. Или про маршрутку. Знаете, я 10 лет выступаю со стендапом. И за это время, да, он не добился какой-то популярности, славы. Я 6 лет назад этот номер написал, он до сих пор, сука, актуальный. И я потом понял, что, наверное, не вселенная виновата, я сам, потому что я не записывал видео. Не записывал видео, ни как-то не раскручивался в соцсетях. Пытался бросить, да, но так и не смог, Потому что комедия — это вам не страна. Отсюда меня так легко не выпрут. К тому же для меня стендап как дрочка. Я им занимаюсь. Он не очень известный комик. Сука, регион во всем виноват. Опять. Он не очень известный комик. У меня смешно, когда мат, блять. Я не очень известный комик. Это жизнь моя, а не сон. Я не очень известный комик. Имя мне Легион. Да, это задумалось как пафосная концовка, а вы повелись. Установят памятник после меня как артисту не очень известному. Да, возможно, он будет на кладбище. Я любое внимание приветствую.